О самых заметных событиях понедельника, 25 апреля, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. От бдительного взгляда не ускользнуть. Теперь все иностранцы должны проходить дополнительное обследование. Расскажем о работе миграционных служб Ленского района. Технологическая модернизация. В Нерюнгри на обогатительной фабрике запустили новое оборудование. 100 автобусов к столетию Якутии. Ключи от общественного транспорта вручили водителям. Какие маршруты доверят новым автобусам? Приятный подарок для якутян. В Москве сразу 3 круглым датам посвятили концерт и выставку. И зажигательные танцы на столичном паркете. Завершились чемпионаты и первенства республики по танцевальному спорту. Новые задачи перед правительством поставил глава Якутии. На пленарном совещании Айсен Николаев отметил, что на этой неделе будет проведено много значимых для общественно-политической жизни республики мероприятий. Глава региона поручил тщательно подготовиться к сессии парламента 28 апреля, на которой будут рассмотрены вопросы корректировки бюджета, а также законы по налоговой политике и по сокращению сроков градостроительных процедур. Кроме того, Айсен Николаев распорядился держать на контроле вопросы по федеральным решениям. Внешний вид Якутска оставляет желать лучшего. Об этом заявил первый вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников на рабочем обходе территории кардиоцентра. Мероприятие посвятили столетию СССР. Так Садовников ознакомился с санитарным состоянием прилегающих к новому кардиоцентру территорий и дал поручения представителям уполномоченных ведомств. По словам первого зампреда, сегодня город выглядит не лучшим образом. Причиной этому вице-премьер назвал халатность обслуживающих организаций и заказчиков со стороны городского хозяйства. Не тот повод для того, чтобы сказать, что вот погода нам мешает убраться. При желании, я считаю, можно все сделать. И силы, средства, я считаю, что у города есть. Просто нету требований со стороны, скажем, обслуживающих организаций и заказчиков со стороны городского хозяйства, в частности, службы эксплуатации городского хозяйства. Ну и нужно здесь уделить все равно внимание для того, чтобы организация субботников, мероприятий по очистке города прошли должным образом. Новых заражений ковидом становится меньше. 91 случаев заболевания выявили в Якутии за минувшие сутки. Из них 38 человек заразились в Якутске. В Амгинском, Намском и Хангаласском районах по 6 случаев, в Мирнинском 5, в Ленском, Нерюнгринском и Сунтарском по 4. Еще в 7 районах по 2-3 случая. Тем временем Всероссийская неделя иммунизации стартовала в Якутии. Ежегодно с 2005 года ее проводят по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Лозунг этого года – «Вакцины работают». Вакцину ставят в рамках национального календаря прививок. Предусмотрена бесплатная вакцинация против 12 заболеваний. Иммунизация признана одной из самых успешных и эффективных мер по сохранению жизни и здоровья людей. Например, благодаря прививкам в республике удалось снизить статистику заболевания гепатитом А в 2-3 раза. Пройти вакцинацию можно бесплатно в государственных поликлиниках. Все люди должны уточнить у своего участкового врача, какую вакцину необходимо получить сейчас. Медицинский работник ответит на все интересующиеся вопросы. Своевременно проведенная вакцинация защитит ваш организм от болезни и предупреждает риск развития осложнений, и также сохранит ваше здоровье. Поэтому призываем принять активное участие в единой неделе иммунизации. Защитите себя и своих детей от болезней, которые можно защитить прививками. От бдительного взгляда сотрудников миграционных служб Ленского района не ускользнет ни один иностранный гражданин. С введением изменений в законы теперь все иностранцы должны проходить дактилоскопию и медосмотр. Подробнее Анна Кожевникова. Объем работы увеличился. Сотрудники отделения по вопросам миграции отдела Министерства внутренних дел России по Ленскому району с конца прошлого года проводят обязательную дактилоскопию всех прибывших иностранных граждан, так как были внесены изменения в федеральный закон с 29 декабря 2021 года.
С момента въезда на территорию Российской Федерации в течение 30 дней они обязаны пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование, а также при этом предоставить медицинские документы, подтверждающие у него отсутствие ВИЧ-заболевания. Ну и, скажем так, еще дополнительно 2 справки. Это справка от врача-нарколога и медицинское заключение. Сегодня уже охвачено 85% из числа прибывших. Без учета крупных компаний на территорию Ленского района прибыло 354 человека. Всего первично прошли дактилоскопию 381 иностранных граждан. Крупные предприятия, такие как недропользователи, в основном своих работников регистрируют в региональных центрах Иркутск и Якутск. Сейчас отменили некоторые страны ограничения, поэтому авиасвязь у нас существует, иностранные граждане прибывать будут. А в основном они приезжают с целью работы. Евразийский союз в обязательном порядке с целью работы. Это значит, каждый иностранный гражданин, прибывший с целью работы, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, будут дактилоскопироваться. Ранее подобную процедуру проходили только те, кто получали временное разрешение на жительство, вид на жительство или гражданство. В год в среднем 150 человек получают вид на жительство. Вид на жительство и ВРП в основном сдают люди по причинам осуществления брака, заключения брака с гражданинами и гражданами РФ, Российской Федерации. Также вид на жительство могут получить люди по родителям, несовершеннолетние. Ну а число вновь прибывших увеличится к лету. Ведь большинство иностранных граждан трудятся на стройках Ленска. В течение 30 дней они должны оформить все необходимые документы. И если дактилоскопию проходят единожды, то медосмотр обязаны предоставлять по истечению года снова. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Восстановление технологической цепи выгрузки кека. На обогатительной фабрике Нерюнгринская запустили инвестиционный проект. Работы, включающие подготовку площадки, монтаж и поэтапное введение оборудования в эксплуатацию, выполнены за 3 месяца и полностью завершены 20 апреля. Что это даст фабрике, выясняла Ирина Кичигина. Восстановленная технологическая цепь выгрузки кека представляет собой установку 3 обезвоживающих центрифуг, 3 реверсивных конвейеров и 1 магистрального конвейера для отгрузки готового продукта в автомашину. Данная технология незаменима в период плановых или аварийных остановок обогатительной фабрики, а также при аварийных остановках промпродуктовых сушек. Допустим, произошла какая-то аварийная остановка или на ремонт, встаем на ППР. Данная система включается в работу, фабрика стоит, но мы продолжаем выводить шламы данными центрифугами, данными конвейерами, выводим кек, выгружаем автомашину и вывозим пункт погрузки. Ввод в работу данного оборудования положительно скажется на очистке водно-шламовой системы фабрики до нормативных показателей, позволит значительно уменьшить количество шламов, поступающих в отстойник промышленных стоков, и получить дополнительную выручку, сократив при этом расходы по доставке шлама к месту погрузки. По затратам мы планируем, что она до 70 тонн в час будет выпускать готовой продукции. Это, в принципе, хороший объем. Это примерно 13-15% к выпуску готовой продукции будем мы выпускать ежесуточно. На осуществление инвестпроекта было израсходовано более 30 миллионов рублей. Ожидаемый срок окупаемости капвложений менее года. Реализация этого проекта позволит обеспечить выполнение запланированных объемов переработки и стабильную работу обогатительной фабрики. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Захар Головин, Нерюнгри. В Алдане провели форум молодых педагогов. Приняли участие более 60 работников детских садов, школ и учреждений доп. Образования районов. Участники пробовали собственные силы в различных заданиях и конкурсах, а также получили возможность подчерпнуть опыт. Продолжит Татьяна Вахнина. Участникам следует быть предельно внимательными и мобилизовать все имеющиеся знания, чтобы верно ответить на вопросы. В картинках зашифрованы названия известных произведений. Также необходимо вспомнить автора. Викторина с заданиями на эрудицию и память проходила на одной из площадок, работавших в рамках районного форума молодых педагогов. 64 педагога и практически половина детский сад и школа. Мы не ожидали, конечно, мы думали, самое большое будет педагогов человек 30, но мы очень рады, что у нас замечательное количество таких молодых педагогов, просто счастливы сегодня, что такое количество собралось.
Вторая локация предусматривает путешествие по Якутии. Участникам предстоит ответить на вопросы по географии, истории и топонимике. Часть заданий охватывает достопримечательности. В соседнем кабинете группа выполняет задания, требующие функциональной грамотности. Педагогам предстоит рассчитать бюджет с учетом дорогостоящей покупки. Ой, они очень активные. Я смотрю, им очень все нравится. Очень активно, очень позитивные, очень творческие. Помимо викторины, в рамках форума работали площадки, проходили мастер-классы, а также состоялась квест-игра. По мнению участников, ценность форума заключается прежде всего в обмене опытом. Каждый педагог здесь может почерпнуть рациональное зерно, которое затем станет использовать в практике. Много интересных идей. Педагоги-стажисты делятся опытом, который очень ценен для нас. Здесь очень хорошие педагоги проводят свои мастер-классы. Вот сегодня узнал у женщины начальных классов, как можно, грубо говоря, даже с простыми попитами, проводить классный урок на самом деле. В Алданском районе форум молодых педагогов в этом году прошел впервые, и он имеет все шансы стать традиционным. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. «100 автобусов к столетию Якутии». Ключи от новой техники сегодня вручили водителям ЯПАК и «Союзавто». Эти автобусы будут курсировать не только по столице. Часть предназначена для перевозок пассажиров из Якутска в 3 улуса – Горный, Хангаласский и Намский. О преимуществах и удобстве новых автобусов расскажет Александр Хавренко. 98, 99, 100. Ровно 100 новых комфортабельных автобусов в ближайшее время выйдут на улицы города Якутска, а также будут осуществлять межрайонные перевозки и поездки в пригороды. В 2021 году в России появилась программа субсидирования приобретения автобусов, работающих на газомоторном топливе. В сентябре во время Восточного экономического форума министр промышленности и торговли России поддержал предложение главы республики Айсена Николаева о включении Якутии в эту программу. На приобретение автобусов было выделено 93 миллиона федеральной субсидии, 120 миллионов выделил бюджет республики, лизинг рассчитан на 6 лет. Это, наверное, лучшие автобусы для северных условий, которые выпускаются у нас в России. Мы их тестировали еще с февраля месяца, внесли ряд замечаний, которые сейчас уже в конечном уже продукте уже учтены. Я благодарю руководство заводов, которые очень внимательно отнеслись к нашим пожеланиям. Здесь как раз автобусы сделаны именно под город Якутск, под наши требования, под наши морозы, под нашу летнюю жару. Учтены также интересы маломобильных групп населения, тоже очень важно. Помимо всех очевидных плюсов, новые автобусы гораздо экологичнее и экономичнее своих предшественников, так как работают на газомоторном топливе. Сегодня в целом общая концепция экологической безопасности и в целом перевод транспорта на сжиженный природный газ, он на самом-то деле поддерживается практически на всех уровнях. И сегодня именно такого типа автобусы идут по программе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Мы стали одним из участников этой программы и, соответственно, приобрели автобусы именно на метане. На сегодняшний день из 499 автобусов, которые стоят в городском реестре, 275 машин старше 10 лет и в течение ближайшего года должны быть сняты с работы. Большинство из них это ПАЗ-54 модели, которые физически и морально устарели. И именно им на смену придут новые, комфортные, удобные машины. Автобус пока вроде бы по первым ощущениям нормальный. Дальше в эксплуатации будет видно, как он себя покажет. Двигатель ЯМЗ стоит простой, газовый, 536, 211 лошадей, запас хода газовый он на 450 километров, заправка полная 660 литров. Самое что такое, это коробка автомат Allison стоит, 270. И то, что радует, то, что здесь есть кондиционеры. 100 автобусов – это только первый этап модернизации автопарка пассажирских перевозок. На основе заказанных научных исследований в ближайшее время будут разработаны новые маршруты, а под них будет закупаться и новая техника. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Петр Шестаков, Якутск.
Якутия должна стать форпостом и локомотивом развития Дальнего Востока в ближайшие 10 лет. Такой приятный прогноз озвучил глава Оленского района Жумарт Абельманов в своем поздравлении к столетию республики. В этом году в районе проводят множество мероприятий, где чествуют тружеников, всех, кто в свое время начинал развитие Якутии. Мира, добра, благополучия и крепкого здоровья пожелал якутянам глава Ленского района. Я сегодня хочу поздравить всех жителей нашей республики со столетним юбилеем Республики Саха-Якутия. На самом деле это большая дата, но и если брать в общем мировом стандарте развития городов, это, как мы на юношеской стадии пока республика. Сегодня, конечно, за 40 лет мы шагнули далеко вперед. На самом деле, я думаю, что Всевышний наградил Якутию такими огромными территориями, да, несметными богатствами. Я полагаю, что в ближайшие десятилетия Якутия должна стать форпостом, локомотивом развития всего Дальневосточного округа. Флагман производства нашей республики Нерюнгринский район напомнил в своем поздравлении глава района Роман Щегельняк. В преддверии празднования большого и великого юбилея мы подходим очень уверенно, сказал он. Очень серьезно развиваются все отрасли, ну а флагман нашей экономики – это добыча угля. Впервые в прошлом году было добыто свыше 32 миллионов тонн угля, что является абсолютным рекордом, подчеркнул Роман Щегельняк. Я считаю, ничто нам не мешает и дальше развивать все наши перспективные проекты. Это Ильгинское месторождение и компания «Колмар». И я уверен, что в скором будущем мы и 40 миллионов преодолеем и так далее. У него очень хорошие показатели у нас, у работников золотодобывающей промышленности. Также энергетики у нас развивают свою деятельность. Ильгинская ГРЭС планирует начать стройку 4-й, 5-х очередей Ильгинской ГРЭС. В общем, так скажем так откровенно, что будущее Нерюнгринского района, это промышленное будущее, оно очень достойное. К юбилею в кинотеатрах столицы презентовали фильм «Селис». Документальный фильм рассказывает о жителях якутских сел от берегов Амги до моря Лаптевых. Герои картины – простые труженики села, доярки, оленеводы, рыбаки, учителя, коневоды, фермеры, народные мастера. Важную роль в сохранении культуры народов Якутии, по мнению авторов фильма, сыграло якутское село. Его жители, несмотря на все запреты, продолжали следовать традициям предков и практиковать их. Кадры повседневной жизни якутских сел переплетаются с якутским лонхо, написанным Анастасией Алексеевой, актрисой театра Лонхо. Фильм покажут в кинотеатрах республики. А в столице России праздничный концерт посвятили знаковым юбилейным датам: 390-летию вхождения Якутии в состав российского государства, столетию якутской автономии и постпредства республики, а также 125-летию Максима Кировича Амосова. Вечер стал настоящим подарком для якутян, проживающих в Москве. А еще развернулась целая выставка, посвященная Якутии. Все это вживую увидела Айсена Бурнашова. Любовь к родине в каждой ноте, красота просторов в каждом аккорде. Гимн Якутии в исполнении Вилюйского хора торжественно открыл праздничный вечер. Этот концерт действительно стал подарком для сотен зрителей, да еще и в канун важной даты – 27 апреля. Кто, как не Сахая, так глубоко и нежно исполнит песню «Сахам Сиря». Кто, как не оперная дива Екатерина Корякина, заворожит зал чистым меццо-сопрано. Танцы также заставили биться сердца зрителей чуточку быстрей. Ну а золотому голосу Мариинского театра, якутянину Григорию Чернецову, пожалуй, подпевал каждый. Мое все детство прошло там. Там я, по сути, научился петь в хоре мальчиков при президенте республики. Вдвойне приятно получить приглашение и оказаться вот среди таких важных людей, среди земляков, москвичей. Еще одним хедлайнером вечера стал джазовый музыкант Игорь Бутман. Он не просто играл на саксофоне, буквально говорил со зрителями бархатным голосом инструмента. А его совместное выступление с Аленой Утай однозначно останется в памяти каждого, когда этномузыка и джаз слились воедино.
отталкиваясь, конечно, от Алены и от ее звуков, но она в то же время отталкивается от того, что мы играем. Поэтому получилось такое очень естественное соединение. Ну, конечно, это большая честь, это гордость за свою республику. Я просто не могла бы не принять участие. Я бы просто сама прибежала и выступила. Жарко в этот день было не только на сцене, но и в фойе концертного зала, где развернулась выставка Якутии. Мягкое золото, ювелирные изделия зацепили на себе внимание, в том числе и олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной. Конечно, женщину всегда привлекают украшения, меха. Все, что красота связана всегда с женщиной. Ну и как же без ярких красок? Гости выставки могли взять кисти в руки и нарисовать светлое будущее Кындыкан, собирательного образа народов Севера. Эта картина будет дарить свет и хорошее настроение всем, кто на нее будет смотреть, как дарит Якутия, наверное, и все здесь присутствующие, хорошее настроение. Кульминацией вечера стала презентация гимна постоянного представительства «Якутск-Москва». Конкурс на создание песни стартовал менее года назад. Тогда по решению жюри победу одержал композитор Николай Андросов. И сегодня гимн на слова Сергея Прачева и Валентины Комиссаровой впервые прозвучал с большой сцены. Очень такой прекрасный концерт, который позволил нам воссоединиться сегодня вместе со всеми земляками. На концерт пригласили таких людей, что не всегда их вместе увидишь. Но в целом очень радостно, очень много земляков увидели, вообще было красиво. Настроение хорошее и заодно чувство такое патриотичное. То, что мы в составе великой страны. Айсена Бурнашова, Туяра Константинова, Виктор Олесов, Олег Южилкин. Москва. Завершились чемпионаты первенства республики по танцевальному спорту. В соревнованиях приняли участие порядка 100 человек. Танцоры от 6 до 19 лет представили на паркете город Якутск, Ленский и Мирнинский районы. Продолжит Сарглан Неустроева. На сегодняшний день республике есть что продемонстрировать на всероссийской арене по спортивным танцам. Здесь даже самые юные спортсмены в танце пришли несколько лет назад и продолжают развиваться и совершенствоваться. Я занимаюсь танцами около 5 лет. Когда я в первый раз увидела по телеканалу этот вид спорта, мне очень понравилось. Я попросила маму, чтобы она меня туда записала. Я выступала в соло. Я вообще недавно встала в пару со своим партнером. Самое главное для танцоров – это доверие. Чистота и слаженность выступления напрямую зависят от отношений с партнером по танцам. Именно поэтому спортивные танцы развивают не только тело, но и способность общаться с людьми. Эти соревнования для спортсменов стали шансом вновь встретиться на паркете спустя 2 долгих пандемийных года. Как признаются участники, в зале для них нет соперников, только друзья и товарищи, чьим успехом можно порадоваться вместе. Мы с Сережей уже стоим в паре достаточно давно, мы с ним сдружились, нам с ним очень комфортно и удобно, и я думаю, мы бы не смогли уже станцевать с другими. У нас со всеми ребятами тут хорошие отношения, и мы даже если у нас что-то пойдет не по плану, и мы займем не такое место, какое хотим, то мы не будем конфликтовать и обижаться. Да, мы только похвалим своих ребят. Да. Между тем, самый главный залог развития – это конкуренция. В настоящий момент самые сильные танцоры республики представляют 3 муниципальных образования – Якутск, Ленск и Мирный. Однако популяризация бальных танцев в других районах региона сегодня считается основной задачей Союза танцевального спорта республики. Мы призываем всех глав улусов, руководителей спортивных школ. Можно обратиться к нашей федерации, мы можем поддержать как методически, можем поддержать тренеров, которые, может быть, уже работают по каким-то смежным областям, в том, чтобы в ваших, получается, спортивных учреждениях появилось направление танцевального спорта.
На сегодняшний день основной реализуемый проект по развитию танцевального спорта в республике – это привлечение специалистов из других регионов страны. Обмен опытом гарантирует высокий профессионализм местного тренерского состава. А результат виден уже сейчас. Так, по словам представителей Федерации танцевального спорта, ежегодно местные юниоры представляют серьезную конкуренцию на всероссийских соревнованиях и покоряют новые вершины. Сарглана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск. И последнее. Редакция новостей каналов НВК «Саха» и «Якутия-24» объявляет конкурс на лучшее стихотворение на тему «Моя Якутия». Конкурс посвящен столетию ЕССР. Условие – снять видео, где вы читаете свое стихотворение. Работы необходимо отправить на электронную почту nvknews@mail.ru. Победителя мы определим 27 апреля, в День Республики. Лучшим вручим памятные призы. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.